Здравствуйте! В эфире новости, в студии Анжелика Миржоева. И коротко о главном. Обязанность каждого мусульманина – паломничество к священным местам Мекки. Ингушетия готовится ко всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2013». В Ингушетии готовится к эстафете Олимпийского огня. Сегодня в Москве прошло заседание Государственного совета Российской Федерации, в котором принял участие и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. На совещании обсуждались вопросы повышения эффективности бюджетных расходов и улучшения ситуации в системе государственных закупок. По мнению Владимира Путина, для качественной работы в этой отрасли работы ФАС и счетной палаты недостаточно. И необходимо активнее использовать общественный контроль. Саудовская Аравия принимает паломников со всего мира. Ежегодно в Мекку и Медину посещают несколько миллионов мусульман. Власти Ингушетии серьезно подошли к организации отправки паломников. В Медине определены места для временного прибытия гостей до окончания священного обряда. Съемочная группа национальной телерадиокомпании «Ингушетия» находится вместе с паломниками. Из Медины наш корреспондент Джабраил Алмазов. Совершив обедный намаз в мечети имени пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует в Медине, первая группа паломников из Ингушетии направилась в Мекку для совершения хаджа. Отсюда они поедут сразу же. Это место, где они сделают ният, это называется Зуль-Хулейфа. Там они сделают ният и дальше поедут прямо в Мекку. Хадж начинается. Вот Зуль-Хулейфа ният они сделают, оттуда уже начинается у нас хадж. Ежедневно аэропорт Медина встречает паломников из Ингушетии. Последний рейс состоится 7 октября. Джабраил Алмазов, Аслан Героев, Новости 24, Медина. С 9 по 12 октября в Москве на территории Всероссийского выставочного центра пройдет 15-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2013». Наша республика готовится принять участие в главном аграрном мероприятии. О том, как идет подготовка к предстоящей выставке, расскажет Фатима Кариева. Ингушетия – постоянный участник Всероссийской ярмарки. В этом году она представит продукцию более 20 агропромышленных предприятий, крестьяно-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Арендованная площадь для выставки продукции на этот раз составит 80 квадратных метров. По сравнению с прошлым годом число участников и площадь павильона увеличились в 2 раза. Многие представляют сегодня продукцию, выработанную, так будем говорить с тобой, из консервантов с добавлением всяких ингибиторов, то здесь натуральная продукция и очень большой перечень. Ингушетию будут представлять продукция мукомольно-крупяной промышленности, полуфабрикаты, колбасные и хлебобулочные изделия, а также производители картин из рыбьей кожи и сувениров. По словам специалистов, ингушская продукция пользуется высоким спросом на всероссийской ярмарке. Крестьяно-фермерское хозяйство республики Хашагульгов, Мубарик, Цуров, Оликов и государственные унитарные предприятия Нестеровское, Садовод, Алханчурское и другие представят продукцию на общую сумму свыше 1 миллиона рублей. Туда собираются практически все субъекты Российской Федерации, которые представляют свою продукцию, и выливается это в большой такой сельскохозяйственный праздник. Почему? Потому что 13 октября у нас всероссийский праздник, День работника сельского хозяйства. В преддверии этого праздника проводятся эти выставочные мероприятия. Ярмарка-выставка пройдет в первой декаде октября. Ключевое мероприятие агропромышленной отрасли намечено на 12 октября, в День аграриев. Ингушетия основательно подготовилась к 15-й Всероссийской выставке «Золотая осень». Нам есть чем похвастаться. В 2013 году республика с небывалым урожаем вышла на 2-е место в рейтинге регионов России. Фатима Кариева, Рашид Диндиев, Новости 24. В Министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия состоялся круглый стол, посвященный ингушскому языку на современном этапе развития. Подробнее о встрече в сюжете Миланы Хашагульговой.
Развитие ингушского языка на современном этапе обсуждалось на круглом столе, который прошел в Министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации. В нем приняли участие представители научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева, общественно-культурного центра «Эсдел», Министерства образования, а также члены Союза писателей Республики Ингушетия. В ингушском языке наблюдается очень сильное расхождение в произношении и написании слов. Зачастую люди, плохо владеющие грамматикой, не могут ознакомиться с произведениями национальных авторов, так как авторы, в совершенстве владеющие родным языком, пишут свои произведения с соблюдением правил правописания. Поэтому присутствующие предложили до выпуска новой серии учебников разработать упрощенные правила правописания. Один из организаторов мероприятия отметил значимость таких встреч. Подобного рода мероприятия здесь в Минаце проводятся достаточно часто. Вот недавно состоялась презентация фильма «Хомель» на английском переводе на ингушский язык. И в связи с этим в продолжение этой темы и проходит сегодняшний круглый стол. Я думаю, что это играет позитивную роль, так как собираются специалисты разного рода, обсуждают проблемы, где-то эти проблемы озвучиваются и происходит попытка решения этих проблем. В данном случае обсуждаются проблемы современного состояния ингушского языка. Но это не единственная проблема, обсуждавшаяся на круглом столе. Был поднят вопрос о том, что подрастающее поколение все меньше говорит на родном языке, используя в своей речи все больше заимствованных слов. Состояние ингушского языка должно нас действительно беспокоить, так как мы видим, вот насколько мало подрастающее поколение разговаривает на своем родном языке. Это, наверное, тут, наверное, комплекс недочетов, тут, наверное, комплекс причин. В первую очередь, это исходит, конечно, из семьи. Вторую причину я бы назвал, скорее всего, мы мало разговариваем на улице на ингушском языке. Проблемы ингушского языка должны волновать каждого. Мы не должны забывать свой родной язык и должны стремиться к его совершенствованию. Милана Хашигульгова, Магомед Дидиков, Новости 24. Главное в работе учителя – развитие души, формирование характера, воспитание настоящего человека. Ведь учитель живет тем, что каждый день идет в школу для того, чтобы научить детей не только писать и читать, но и помочь найти себя в этом сложном мире каждому ребенку. О нелегкой работе педагогов в следующем сюжете. Учитель играет важную роль в жизни каждого человека. На протяжении всей жизни они находятся рядом, наставляя на правильный путь, давая добрые советы. Воспитание молодого поколения – это ответственная миссия, с которой учителям приходится сталкиваться каждый день. Это профессия, которую выбирает по зову сердца, так как именно он является воспитателем личности ребенка. Роза Сергеева работает на Зрановской 3-й школе более 53 лет. Она преподает в младших классах и считает, что учитель должен научить детей не только писать и читать. Работа, конечно, у нас у всех учителей очень трудная, но мы стараемся как-то, чтобы преодолеть все эти трудности. С родителями больше работаем, с учениками, дополнительно оставляешь их. И от каждого ученика требуешь, чтобы они знали то, что мы прошли, чтобы они знали. Учитель также хранитель знаний, добрый друг и помощник. Одним из них является Тамара Яхяевна. Она работает в школе не 1 десяток лет и преподает в старших классах. За это время она сумела найти подход к каждому ученику. Это довольно сложная работа, особенно в старших классах. Тут особое внимание к ребятам должно быть, их понимание. Как раз у многих переходный возраст, и кто-то капризный, кто-то быстрый, энергичный. То есть дети очень разные и требуют особый подход. Накануне профессионального праздника ученики поздравляют своих учителей и благодарят их за терпение. Я бы хотела поздравить всех учителей с праздником Днем Учителя. Хотел бы пожелать им здоровья, счастья, чтобы всегда были веселыми, счастливыми. Учитель дает не только знания, но также воспитывает в учениках патриотизм, дисциплину и уверенность в себе, которая в дальнейшем поможет им стать достойными представителями нашей республики. Индира Манкиева, Ахмед Беков, Новости 24.
Министерстве образования состоялся круглый стол, посвященный поддержке башенного комплекса «Вовнушки». Цель данного мероприятия – помочь нашему архитектурному памятнику войти в десятку лидеров в мультимедийном проекте. Подробнее в сюжете Аси Ведзижевой. До конца голосования остается совсем немного времени. Практически во всех учреждениях республики проводятся различные акции в поддержку башенного комплекса «Вовнушки». В Министерстве образования и науки прошел круглый стол на тему «Голосуем за Вовнушки». Здесь собрались представители различных министерств и ведомств. Сегодня осталось у нас очень мало времени. Мы просим вас еще раз поддержать этот объект, провести разъяснительную работу среди учащихся, попросить поддержать. Кого-то обязывать не стоит, и не надо какие-то обязывающие моменты говорить. Но мы изначально пошли таким путем, что мы не будем обязывать никого, но просим всех поддержать наш объект. Наибольшей активностью голосования отличились школьники и студенты различных образовательных учреждений. Несмотря на то, что мы в школах отменили ношение телефонов, тем не менее мы эти несколько дней разрешили, и это, конечно, воспринято было детьми очень на ура. И плюс к тому, что мы еще на линейке объявили это, попросили, и родительское собрание провели в школе, также демонстрацию этого самого памятника. Конечно. Чтобы не только дети проголосовали, но сегодня у нас такое предложение, что немногие взрослые, это бабушки, мамы, дяди, не умеют голосовать, не умеют отправлять смс-сообщения, и поэтому мы попросили своих студентов, чтобы они с их телефонов тоже проголосовали. Вовнушки – один из ярких башенных комплексов среди оборонительных строений Древней Ингушетии. В переводе с ингушского «Вовнушки» означает «место боевых башен». Он состоит из 3 основных сооружений, 2 из которых стоят на вершине скалы, а одно на противоположной. Башни построены из камня и выглядят как естественное продолжение скалы. Это наша гордость, которую мы должны поддержать. Проголосовать можно на сайте 10россия.ру, а также по СМС, отправив коды 5 разных объектов на номер 1880. Ася Ведзижева, Суланбек Аздоев, Новости 24. В интернет-ресурсах появилась информация о том, что в районе Абигу в Назране якобы найден клад эпохи Тамерлана, который включает в себя большое количество предметов быта и изделий из золота. По неподтвержденной информации оцениваются сокровища в миллиарды долларов. Правдива ли эта информация и что на самом деле было найдено на территории древнего города Магас, узнавала Лейла Гайсанова. Вся информация об археологических раскопках и находках в республике проходит через археологический центр имени Евгения Крупнова. Однако ни о каком кладе эпохи Тамерлана здесь не слышали. Как говорят специалисты, это очередная утка. На территории Ингушетии были найдены и наркинские, и сурхакинские клады, но клад той эпохи еще никто не видел. Эта информация ложная, она не подтверждается никакими данными, никакими источниками, в том числе и теми, которые якобы фигурируют в этом сообщении. В данном случае речь о археологах и научно-исследовательском институте. Безусловно, если бы это имело место, это было бы большой сенсацией, разумеется. Город Солнца и столица Древней Алании, Магас – один из самых молодых городов России, и он же считается по праву старейшим городом Северного Кавказа, чья история уходит в Средневековье. Впервые город упоминается в сочинении арабского автора Мурудж ад-Захаб «Золотые истоки». В 1996 году при строительстве подъездной дороги на глубине 8 метров были обнаружены полутораметровая золотая цепь, удивительно тонкой работы, драгоценная брошь и другие ювелирные изделия. Были найдены также многочисленные предметы быта. Все это хранится в Краеведческом музее Ингушетии. Разумеется, в ходе строительства Магаса в 1990-е годы, это 95-96-е годы, в ходе строительства обнаруживались очень интересные объекты, очень интересные археологические предметы, артефакты, которые привлекались внимание не только с точки зрения науки, но и с точки зрения материала, с которым были изготовлены. Как пишут историки, из всех намеченных к завоеванию городов в монгольской и китайской хрониках упоминается только Магас и Киев. Это достоверное подтверждение значимости столицы Алании. В январе 1239 года, после полуторамесячной осады, столица все же была завоевана. И так завершилась история крупнейшего города Северного Кавказа. Сегодня Магас возрожден на прежнем месте и является столицей Республики Ингушетия. Лейла Гайсанова, Магомед Урусханов, Новости 24.
30 октября в Древней Олимпии состоялась торжественная церемония зажжения огня 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи. Огонь пройдет через 9 часовых поясов и даже совершит путешествие в космос. Напомню, Олимпийские игры в Сочи стартуют 7 февраля и завершаются 23 февраля 2014 года. Ингушетия тоже готовится к эстафете. Так, чемпион летних Олимпийских игр в Пекине Назир Манкиев провел мастер-класс по греко-римской борьбе. Подробнее Хадия Адельбиева. Олимпийский чемпион Назир Манкиев встретился с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы сельского поселения Орджоникидзевское, где провел мастер-класс по греко-римской борьбе при поддержке Министерства по физической культуре и спорта. В мастер-классе приняли участие и другие известные спортсмены и тренеры республик: Аслан Албаков, Руслан Белхароев, Руслан Аджигов, Магомед и Ахмед Богатыревы. Тамерлан Сампиев, один из организаторов мероприятия, отметил значимость таких встреч для молодежи. Ребята, это очень важно в плане того, что приемы, которые показывают известные ребята, известные спортсмены, для них это как они запоминают лучше, потом они стараются вот такие приемы где-то применить. Золотой призер Олимпийских игр в Пекине Назир Манкиев поделился с подрастающим поколением своими навыками, которые помогли ему подняться на вершину олимпийского пьедестала. Назир подчеркнул, что такие качества, как дисциплина, упорство и самоотдача, помогли добиться успеха не только в спорте, но и в жизни. Я с удовольствием приехал, потому что я вижу, как ребятишки радуются. И надо делиться опытом, показывать им некоторые броски, некоторые нюансы даже. И даже просто общение с олимпийскими чемпионами мира, это дает большую уверенность для ребят. Такие встречи стимулируют начинающих спортсменов, придают им уверенность, которая является главным критерием достижения цели. Салман Алхастов тренируется с 8 лет, сейчас ему уже 10. Он ученик 3 класса. В спортзал его впервые привел папа. С тех пор он не пропускает ни одной тренировки. Салман долго ждал этого дня, чтобы лично взять мастер-класс у олимпийского чемпиона. Приезжает олимпийский чемпион, мы хотим на него посмотреть. Хочу быть таким, как Назир Манкиев. Эстафета Олимпийского огня – одно из самых важных событий, связанных с зимними играми в Сочи 2014. В начале следующего года участвовать в этом марафоне в городе Красноярск выпала честь Назиру, а его брат Бекхан пронесет олимпийский огонь по Ингушетии. Зарина Матиева, Хадия Адельбиева, Ахмед Беков. Новости 24. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.